все лесбиянки Минска влюблены в Колесникову. И вообще в политике очень много секса. Ледуся Кананич. Роскошная женщина. Ну, я вспоминаю про Шрайбмана. Да, я особо не думаю, когда вписываюсь в авантюры. У меня есть жена, но Навальный в целом неплох. Секс кермошный — это коэтус. Типа секси-милф, реально. Это скучно. Давай начнем. Мы уже снимаем или что? Колесникова. Маша! Колесникова? Колесникова. Но мне она не очень. Ну, типа, чисто как внешне, не мой тип. Меня привлекает в первую очередь не красота, а внутреннее содержание. Да, душа. Главное душа. Маша, я очень хочу тебя пригласить на кофеечек или на шампанское, когда это будет возможно. И когда я узнала, что она готова продолжать быть в политике, ну, для меня это супер восхищение. Ну, это человек, у которого есть цель, у которой есть, ну, силы и план, и это, ну, супер пример, я считаю, и это супер поддержка для всех, несмотря на то, что вроде бы ей нужна поддержка сейчас. Секс, ну у меня же жена. Не, ладно, это херня. Ну, это в плане там же все договаривается. Она ход, ну да. Солей. Не знаю почему. Ну, наверное, больше солей. Хотя, ну, это вот вообще очень сложный вопрос, потому что мне сложно разделить физическую привлекательность и вот, ну, как бы, человека внутри, потому что, ну, как можно знаку не сказать «да» за то, что он делал? Ну, как бы, как? Прекрасен просто. Подруга Алана Гибрямарян, ладно, уже по дружбе можно. В принципе, достаточно секси персонаж. Ждем скорейшего освобождения, либо отвоевываем. Ну, Саша Васильевич, конечно, да. Ну, конечно, да. Но он прекрасный. Ну, конечно. Не знаю, потому что он как-то не прям в политике, но все равно во всей этой теме. Ну, он прям супер красивый. Такая-то седина и свитер с горлом. Ну, вообще. И такие хорошие вещи делают. Конечно, да. Конечно, да. Мне очень нравится по мышлению Александр Шлык из «Офиса», потому что он профеминист, и потому что он шарит, и он очень клевый. Я бы с ним выпила пивка, наверное, да. Барика бы, наверное, нет, я не знаю, он слишком, ну, спокойный, флегматичный, я не знаю, типа в этом нету... Он, наверное, хороший, устойчивый, стабильный партнер. Вот, ну, наверное. Не то, что неловко его называть, потому что чисто из уважения к Саше, это как бы, ну, но априори он супер красивый. Как бы это нельзя отрицать. Леонид Ильич Брежнев. Он хорошо целовался со всеми, с Хонекером, с этими... И еще он у него был дефект губы, из-за этого вот он причавкивал немножко. У него, по-моему, ранение гранатой было, то есть он еще как бы суровый мужик на самом деле. Мизулина вот меня интересует. Секс с Мизулиной, прикинь. Топ. Войдешь в историю сразу максимально. Начнем с того, что я гетеро. Женщин не так много в политике. Блин, Байден красавчик, не знаю. Для Америки в такое достаточно сложное время, при таком расколе нации, очевидно, ведет неплохо политику. Вопрос к Афганистану, конечно, но дед хорош. Мужчины-политики, которые мне нравятся. Джастин Трудо, может быть, но он угнетает коренных жителей Канады, так что и дружит со всякими нефтяными боссами. И это, конечно, мешает заниматься с ним сексом очень сильно. Ну, лучше про женщин. С мужчинами там все плохо. Давай нагуглю жен политиков. Мишель Обама. Она ж политик. На Барака Обамы я бы с ней сходила на свидание. Ну, мне кажется, она интересная женщина. Тогда принцесса Диана, я вспомнила. Ну, если бы она была жива. Ангела Меркель.
Я понимаю, там много к ней вопросов может быть, но она действительно сильный политик, и я думаю, что она прикольный человек. Мужчины какие-то некрасивые. Если бы красивые мужчины были в политике, я бы назвала их. Но нет красивых мужчин в политике. Или, например, Александра Окасио-Кортес из Америки. Очень красивая женщина. Очень красивая. Очень. Просто прям, если бы она сказала, я бы пошла. Но красивых мужчин в политике нет. Мне очень нравится Ледуся Кананич. Роскошная женщина. Ее министерские скиллы заводят меня. Они заводят меня с самого журфака. Мне кажется, она своеобразный брошенный министр. И это горячая женщина. Горячая также по-особенному. Я скучаю по ней. Я давно не вижу ее в новостях. И это причиняет мне боль. О, Анна Конопадская. Но, блин, вспомнил гэг. Но она все время косила, типа, тоже под секси-штучку, глубокими вырезами и всякое такое. Ну, по меркам того электората, шуба — это секси. Ну, Ермошина чисто, ну, ради прикола. Давай так, мне это не секс с Ермошиной, это коэтус. Это Ермошина все. Слушайте, если мы говорим о Ермошине, Ермошина — это хардкор. Глядя на нее, подразумевается хардкор. И эта женщина много десятилетий доказывает, что она умеет только так. Это ее фетиш. Об этом знает вся страна. Она испытала это на себе. Так что чисто технически это будет очередная итерация с ней. Коэтус. Во-первых, мы бы проголосовали за и против разных сексуальных штук. Собрали бы бюллетени, посчитали. Потом меня бы обвинили в том, что я недостаточно хорош. Во-первых, отдал любимое. Ну и многое другое. Посидел бы, наверное, 15 суток. Я баллотировался в депутаты Палаты представителей в 2019 году, и тогда параллельно с нами, с молодежным блоком, делала парламентскую кампанию Ива Василевич, и был типа молодежный блок БРСМ. Она же была такой, типа, там, пой девочкой, там, ну, там, спала с Лукашенко, ладно, но, типа, продавалась как там, типа, молодая, перспективная. Важно то, что мы ходили на прием, у меня есть совместная фотография даже. Я ее нигде не публиковал, потому что на тот момент это еще не было сильно зашкварно, а сейчас уже зашкварно. Я думаю, многие смотрели фильм 300 спартанцев на русский переводили, а есть 302, типа, там, продолжение 300 спартанцев. И была сцена, они занялись таким диким сексом, параллельно обсуждая, как они воевать будут. Такая очень напряженная сцена. Я думаю, примерно такое же было. Эйсман, которая женщина, ну, я бы желал заиметь платонические отношения по телефону. У нее, очевидно, есть скиллы в данном направлении. Она может многому меня научить. Мне кажется, я бы напился, слушая ее определенным сортом вина. Да. Есть из власти еще... О, Наталья Петкевич. Это бывшая глава администрации президента в конце нулевых. Такая, типа, секси-милфа, реально. Вы можете загуглить, если вы мне не верите. 90% аудитории подтвердят. Ну, мне кажется, Тихановская суперсосочка стала. Если говорить, например, про Светлану Тихановскую, она мне больше нравилась, честно говоря, год назад, чем сейчас, потому что, мне кажется, ее очень сильно отфотошопили. Отрицать того, что она, конечно, молодец и много сделала, и вне зависимости от того, как я отношусь к политике, я ей восхищаюсь как человеком, который не планировала всего этого, но взяла на себя такой ответственность. Наверное, мне было бы интересно пообщаться со Светланой Тихановской, конкретно просто как с женщиной, как с матерью. Нет, мать тоже может быть ход. Нет, это же тоже важно. Я между да и нет выбрал нет в этот раз. Просто, чтобы хоть раз было нет. Ким Чен Ын. Сразу нет. Ну, Трамп, конечно, ё-моё. Странный он чувак, мне кажется, и очень злой. Меня не возбуждает его челочка. И загар. Сразу нет, я хожу по лезвию. Я знаю, что вы ждете, но я не назову это имя. Папа Римский. Пятый человек из мировой политики, с которым я не занимался бы сексом, это патриарх Кирилл. Ну а чё, я ж тоже уже не мальчик в конце концов. Все, я пойду.